день, дорогие зрители! Мы находимся в городе Якутске, на самом большом городе на вечной мерзлоте, и мы передаем командный привет Пензенской области. Привет, Россия! В следующем году исполнится 100 лет Якутской ССР, а также 390 лет вхождения Якутии в состав российского государства. И сегодня мы хотим рассказать о самой легендарной личности, которая связана с этой датой. Тыгын или Дыгын Дархан, Тойон Дархан хангаласского племени Якуто, известный герой многочисленных якутских преданий, подлинная историческая личность, жившая в конце 16, первой трети 17 веков. В некоторых источниках часто назывался Тынином. Согласно преданию, первым вождем якутов на Средней Лене был дед Тыгына Баджей. В якутских легендах 19-20 веков он фигурирует как Дойдуса Дархан, а по данным Сеген Боло также Тюсельге Дархан. У Тюсельге Дархана было два сына – Муньян Дархан и Малджар. Муньян Дархан имел двух сыновей – Усун Аюна и Тыгына. По преданиям, Тыгын Дархан имел усадьбу почти по всем приметным местам обширной долины Туймады на левом берегу Лены, а именно возле Хатанырякского шоссе. Держал много конного и крупного рогатого скота, воинов, холопов, зависимых табунщиков и прочих работников. В илюзских вариантах легенд Тыгын изображался в виде богатыря-гиганта. По поводу его роли как исторической личности на данный момент нет единого мнения. Некоторые историки считают его наиболее вероятным объединителем якутских племен, а другие же смотрят внимание на его слишком жесткие методы его политики. Тыгын жил на стыке эпох, и ему пришлось столкнуться с пришествием Енисея русскими казаками, вследствие чего происходили военные стычки и дипломатические переговоры. Имени Тыгына назвали одну из гостиниц в центре Якутска Тыгын Дархан, а также ежегодно с 1995 года проводятся спортивные мероприятия Тыгын Анюлара. По мнению академика Алексея Кладникова, Тыгын, благодаря своей личной энергии, бесспорным организаторским и военным способностям, стал повелителем большинства якутских родов и племен. Ученый-этнограф 18 века Якоб Линдау пишет, что Тыгын был взят казаками в заложники и умер как пленник. Перед приездом первых воевод в Якутский острог, по другим сведениям, умер уже дряхлым стариком.